Лаки. Комитет экологии и природных ресурсов провел рейд по проверке ликвидации городской свалки. Эта мера, кстати, запланирована в рамках года экологии, и сроки исполнения уже давно прошли. Отходы по-прежнему выгружают на запрещенной территории. Ева Ужахова выясняла, кто все же ответственен за эту антисанитарию. В живописном уголке Карабулака среди зелени и цветов до сих пор располагается самая большая мусорная свалка республики. Впрочем, этим здесь никого не удивишь. Вопрос в другом. Почему свалка, которая должна была быть ликвидирована еще в мае, до сих пор отравляет всю округу? И мы, и все, которые причастны к этому вопросу. Сейчас сюда, получается, ЖКХ привозит? Администрация города, с позволения администрации города, ЖКХ города Карабулака. ЖКХ Карабулака до сих пор выгружает мусор на запрещенной территории, заявляют экологи. Но подоспевший директор управляющей компании спешит оправдать коммунальную службу. Здесь республика разгружает мусор. Вывозят. Благодаря, Карабулак чистит. Очистку этой территории за свой счет работники компании проводят уже не первый раз. А местные власти ответственность брать на себя тоже не собираются, перекладывая вину на других. Сперва надо свалки открыть. Но открывается же, есть же в Сумше свалка специальная. Ну вот давайте охрану выставим тогда и будем работать в этом направлении. Ну, не я же. В итоге крайним во всем этом мусорном хаосе оказывается частный инвестор, компания «Экосистема». Уже полгода свалка находится на ее обеспечении. Руководитель компании даже установил столбы для будущего шлагбаума, чтобы не запускать на территорию мусорного полигона автотранспорт. Шлагбаум, кстати, должен был быть установлен до 5 июня. Но, как видно, меры до сих пор не приняты. Здесь же выясняется, что ответственность инвестор несет лишь за половину участка, и мусорная гора, возвышающаяся по ту сторону дороги, чужая. Эта сторона тоже убирается. Я ликвидировать это. Ее 5-6 раз уже начали. Это же от Карабулака относится? Нет. Насколько, по моей информации, здесь был забор. Этот забор убрали. По дороге? Короче, да, по дороге свалки. Денег будет денег разделительный вопрос. Имущество, да, я не к Карабулаку никакого отношения нет. В самый разгар споров появляется грузовая машина с мусором. Толпа людей и камера сначала даже смущают водителя, но лишь на время. Водитель по привычке уточняет место выброса отходов на свалке, явно выкидывает мусор здесь не впервые. Но прибывший на место участковый каких-либо мер предпринимать тоже не торопится и просто отказывается комментировать ситуацию. Куда мы? Выброс мусора на этой территории – нарушение сразу нескольких законов, напоминают экологи. Место не только не соответствует никаким экологическим требованиям, но и нет элементарного ограждения, чтобы отходы не разлетались. Мы видим всю территорию загрязненными этими отходами, то есть несоблюдение этого требования. Плюс есть ряд требований в части гидроизоляции свалки, то есть когда мы сбрасываем сюда отходы сверху, когда льет дождь, чтобы не проникали загрязнения в подземные воды. Соответственно, вот это тоже не исполняется. Если мы видим растительность, которая растет, да, и над ними отходы, это говорит о том, что отходы сброшены непосредственно на почву. Это и есть нарушение закона в области обращения с отходами, также нарушение закона 7 ФЗ в области охраны окружающей среды. В утвержденном плане основных мероприятий местных властей по проведению года экологии стоит пункт ликвидировать на подведомственных территориях все несанкционированные свалки. Крайний срок ликвидации этой свалки уже истек в прошлом месяце, но определить ответственного по факту оказывается невозможным. Данная территория с левой стороны было отведено Минимуществу республики. Здесь находился полигон «Экорегион». Но дело в том, что решением суда их действие было приостановлено. Они демонтировали забор, который здесь находился. Сейчас в данное время здесь планируется установка площадки для лодок, называется лодки. Здесь будут складироваться твердые бытовые отходы и вывозиться в Сунжский регион. Куда бы землю не передавали, вы знаете, это территория города Карабулак, муниципалитета. Тем не менее, нам приходится и здесь наводить порядок и следить за этим. Экологами не раз проводились рейды по всей республике по ликвидации таких несанкционированных свалок. Штрафы явно не дают никаких результатов. В местной администрации этим вопросом должен заниматься специальный отдел. Муниципальный надзор комиссию, штраф тоже. Участковый инспектор ответственный территорию, царь Бог без царь Бог
гордость бой, того батис был. И на хат бяхана, лата гират, кадар дигат. А пока ответственные лица ищут правых и виноватых, ветер продолжает разносить мусор на всю округу. К концу рабочего дня нам все-таки удалось дождаться уборочной техники, которая расчищает дорогу от мусора. А будет ли ликвидирована свалка в срок, узнаем в ближайшее время. Ева Ужахова, Сурхо Кусеев, Новости 24. В преддверии парламентских каникул депутат